Всем привет, с вами Александр Бобков, и сегодня у нас на обзоре мечта якута, Toyota Succeed или Succeed, мы это еще выясним. Итак, посмотрите на эту супер коробку, это просто замечательный эффектный дизайн. Японец рисовал ее на холсте, прямо, не знаю, пером и маслом, там, не знаю, чем еще пишут художники, рисуют. Кисточкой, вот, кисточкой. Вот, посмотрите. Это реально похоже на овощевоза, на катафалк и так далее. Его можно использовать в любых целях, абсолютно. Смотрите, абсолютно квадратный. Как маленький квадрат. Нет, он не маленький, он большой квадрат. Огромный квадрат. Итак, давайте посмотрим, что у него под капотом. А там мы увидим отличный двигатель, который способен выдавать 109 лошадиных сил. Отлично, я даже знаю, как открыть капот на нем. Вот он, сердце автомобиля. Это 1NZ, 1,5-литровый 109-сильный с VVTi. Вот даже написано, что все знали, что это VVTi. Довольно неприхотливый двигатель, цепной. Ходит 250 тысяч километров без каких-либо ремонтов. Но нужно следить за маслом. И масло тут нужно использовать 5В20, 5В30 максимум. Но довольно хороший мотор. С внешней стороны мы посмотрели. Пойдемте в салон. В салоне мы увидим Full Luxury Pro Box. Вот, смотрите, какой прекрасный автомобиль. У него есть даже штучки для мелочи. Родная навигация, которая говорит, что мы в Токио. Отлично. Ручник, коробка автомат с 4 ступенями, кондиционер и штучки, как в центрифуге бирюса. Сзади отличается от пробокса его грузопассажирской версии задним сиденьем. Прекрасное мягкое сиденье. Полностью квадратное, 90 градусов почти, наверное, угол этого. И вот, смотрите, стеклоподъемники сзади. Это Luxury. И самая замечательная сторона этого автомобиля – это огромный багажник. Глядите, в нем можно лечь и спать. Всякие боксы и так далее. Вот такой вот прекрасный. И даже вот есть ручка. Но минус – это вот это. Все морается очень квадратно. Итак, мы пересели в этот прекрасный чудо-автомобиль. И смотрите, тут есть регулировка руля в одной плоскости. По высоте и по длине. И по высоте только, короче. Вот, смотрите, как клюка прямо похожа на какой-то хороший такой. Итак, переводим селектор в положение D и трогаемся. Трогаем. Ух, какой подрыв. Включаем фары. Смотрите, навигатор говорит, что ночь на дворе. Итак, мы едем на этом замечательном... Я знаю, почему о нем мечтают. Я это понял. Он реально клевый. Я проникся им прямо. Хочу его купить все время. Буду мечтать тоже о нем. Итак, мы приезжаем на грунтовую дорогу и проверяем ходовые части. Довольно неплохо и мягко, правда? Итак, ну что расскажем. Простая ходовая часть с задней балкой. О, черт. Спереди Макферсон. Бывают полноприводные версии. Также 1.3 двигатель, который ни черта не едет. И этот замечательный люксовый Special Edition Pro Box, он же Succeed. Вот. Я просто не знаю, как его назвать на самом деле. Все меня обзывают, что я говорю неправильные выражения названия. Теперь я буду говорить так. 2 фразами. Итак, ох, как твердо. Но довольно-таки мягко, правда, Василий? Да. Ох, тормоза. Отличные тормоза, правда? Очень хорошие. Сейчас будем проверять ходовую часть. Маневренность. Он не помещается на обычной дороге. Какой приятный мягкий руль. Посмотрите на этот. Мы специально выбрали хорошее место для проверки этого автомобиля. Это местность Уч-Хатын, где настоящие якуты ездят на таких автомобилях. Японцы вообще использовали его для каких-то коммерческих целей, но мы используем его в качестве семейного клевого автомобиля.
Вот. Сейчас мы выйдем с грунтовой дороги на асфальт и проверим его максимальную скорость. Шучу, конечно, максимальную мы не проверим, но до 100, я думаю, получится разогнаться. Шумоизоляция не очень. Салон немного брымчит. Но это, наверное, больше того, что там в бардачке лежит. Брымчит, скорее всего. И смотрите, коврик-то Honda. Владелец мечтает о Honda. Итак, мы выехали на асфальт. Сейчас мы проверим его настоящим. Какой клевый звук. Приборной панели даже нет тахометра. Поехали. Сотня! Тормозим. Ох, ох. Хорошие тормоза. Насчет безопасности. Тут 2 подушки безопасности, Василий. Так что тебе бы вообще надо было бы пристегнуться, а то ударит тебе в голову. Аж похуй. Почему мы разговариваем таким голосом, вы спросите? Потому что мы такие веселые ребята. Смотрите на них, как они смотрят. Хозяин переживает за свою мечту. Он думает, сука, не разбей его только. Только не разбей. Только не разбей. Давай задаем их. Давай их задаем. Ебанутый обзор какой-то. Я не могу серьезно даже разговаривать. Итак, пока. Мы так и не выяснили, саксит это или суксит. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все, всем пока. Нормально, да? Снимаешь? Мы все-таки выясним, саксит это или суксит. Вот еще идет один парень. Будем у него спрашивать, что он думает. Саксит это или суксит. Эй, парень! Иди сюда! Хватит ссать! Ты гой нахуй, бля! Камень нахуй! Эй, парень, как ты думаешь, правильно говорится суксит или саксит? Про боссу-то, бля! Как? Как? Туй, бля! Как, суксит или суксит? Углал равный мне, бля! Бля! А? Тут ты не? Саксит или суксит? Про бокс чему ты мне, бля! Убери камеру, убери нахуй! Что, бля?